Предыдущие выпуски в рамках территории Коми находятся в общем доступе в группе во ВКонтакте «Этноблогер Генрих Немчинов» в плейлисте «Территория Коми». Смотрите и влюбляйтесь в Коми край. А я вам дарю новый выпуск про поселок, создание которого тесно связано с постройкой чугунолитейного завода в 18 веке. И это всемирно известный поселок Нювчим, Сыктывдинский район, Республика Коми. Чё, наверное, привет, дорогие друзья, мы сегодня в селе Нювчим. Самое главное в этом селе — Нювчимский пруд. Построили на слиянии двух рек — Нювчим и Дендель. И более 2 веков он служил для поселка как место промысла. Неоднократно плотину прорывало. Пруд полностью уходил, до речек было пусто. А старый пруд доходил вон до тех заборов. Лодка, долбленка. Материал — осина. Срок службы лодки 20 лет. Такси заказывали. На Нювчимском водохранилище работают акватории, где выращивают около 5000 особей сига. Их потом выпускают в реки Республики Коми. А возле пруда находится свободная библиотека. Каждый, кто пожелает, может сюда положить свою книгу или взять, прочитать и обратно вернуть. Нювчим — читающий город. Город-герой. Наконец-то тут починили дорогу. Идеально ровная дорога, мы едем по ней прямо к церкви. Нам проводит экскурсию лучший экскурсовод этого села Андрей Бондаренко. Тут все есть, Генрих, смотри. Из столицы Республики Коми, города Сыктывкар, до Нювчима 30 километров, полчаса езды по идеально ровной дороге. Гости в поселок влюбляются сразу, даже еще не увидев сам Нювчим. В Нювчиме не всегда была такая идеальная дорога, что 20 минут и ты тут. Раньше где-то в этом местности была взлетная посадочная полоса, куда летал Ан-2. Он забирал только больных. Остальные где-то сутки добирались до Сыктывкара. А на этом поле уже 20 лет проводятся районные соревнования по футболу, куда съезжается весь район и даже республика. Организатор Перваков Евгений Валентинович. Около поля 2 значимых для Нювчима объекта. Это место маевок рабочего класса поселка Нювчим во время революции и старая средняя школа поселка Нювчим. Мы находимся возле бывшей больницы. Тут даже оперировали людей. А потом эта больница стала школой. Сейчас дети Нювчима учиться ездят в соседнее село, в Шошку. Там у них школа. А директора школы зовут Надежда Анатольевна Попова. Удостоена многих государственных наград. Уже много лет работает во благо образования детей Сыктывдинского района и Республики Коми. Из стен этой школы вышло большое количество выпускников, которые в последующем стали очень значимыми и известными людьми Республики Коми. Это и Сергей Гаврилов, летчик 1 класса, командир Ту-134, и знаменитый режиссер комик-кинематографа Нина Чедоронцева. Самый первый кинорежиссер Республики Коми, ветеран коми-телевидения. На ее счету более 40 художественных фильмов на коми-языке. Она экранизировала романы известных коми-писателей. Мой бы мне вычитать, конечно, кажется, я семена молом. Мисля такого гвермалоны. Мне учали, а совсем срызатись. Як думають, ми котатна или шовчина. Учали. В поселке с самых первых лет его жизни стоял храм. Да вот только вот сгорел. Потом его восстанавливали, потом в Советском Союзе снова разрушили, а с 2015 года строится новый храм. Иереем там является известный священник Иоанн Коюшев. Это памятник павшим в годы Великой Отечественной войны, всем, кто не вернулся в Нювчим, обратно в свое родное село. Этот памятник отлит на Нювчимском чугунолитейном заводе. И тут вокруг него ограда тоже настоящая, еще отлита на Нювчимском заводе. На речке Нювчим поднялся завод, а с ним и пруд, и наш родной поселок. Все, чем гордится нювчинский народ. Нювчим, любимый наш Нювчим, край голубая луга. Культурная жизнь поселка всегда была насыщенной. В 2022 году Нювчимскому народному хору исполнилось 115 лет.
Хор назван имени Прометея Ионовича Чисталева. Много сотен километров исходил по родной земле Прометей Ионович Чисталев, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов СССР. Исходил не как турист, а как вдумчивый исследователь, по крупицам собирая золотые россыпи коми-фольклора. Музей-усадьба Прометея Ионовича Чисталева в поселке Нювчим. Дом построен дедом Прометея Ионовича, Александром Васильевичем Анисимовым, один из известных управляющих Нювчимским чугунолитейным заводом. В доме имеется гнутая венская мебель гамсовской фирмы. Нювчим по республике славился мастерами, которые делали мебель на дому. Вот, например, в доме стоит шкаф, тоже изготовленный нювчимским мастером Алексеем Ивановичем Силиным, а внутри вещи от Нювчимской швейной мастерской из вязального цеха. Одним из удивительных экспонатов дома-музея имени Прометея Чисталева являются зеркала. Зеркала изготовлены на Нювчимском чугунолитейном заводе. В то время был специальный зеркальный цех. А у меня к вам вопрос. Вы бы в своем доме повесили такие зеркала? Я бы да. И любовался бы в них каждый день, как это, наверное, делал Прометей Ионович. Тут проходит второй год уже молодой, но очень крутой фестиваль «Черемуха колышется». Бомбим! Состоится второй музыкальный фестиваль, посвященный памяти коми-композитора Прометея Ионовича Чисталева. Столько много участников этого фестиваля. Он проводится каждое лето, получается, в начале. Поэтому мы ждем вас и в следующем году на фестиваль. Под окном черемуха колышется, осыпая лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится, да и поют всю ночку соловьи. Сами себе поаплодируйте, молодцы! Петь нас пока не приглашают, но, надеюсь, скоро тоже произойдет. Сегодня на площадке Дома-музея собралось 13 коллективов. Это Ежвайолога, Каркеросский район Исерга, Нювчимский народный хор. Есть и сольные участники: Валерия Филиппова, Николай Жуков, Наталья Минаева. В этом году нам удалось пополнить участников больше, чем наполовину. Мы решили вручить пряники ручной работы Елены Карагулиной с веточкой черемухи и фамилием имени каждого участника. Этот пряник, конечно, останется им на память. Генрих, и тебе за то, что ты сегодня был с нами в нашем фестивале, мы хотели бы вручить вот такой именной пряник. Храни его и приезжай на все наши фестивали. Это самый первый дом поселка. Ему больше 100 лет. Я хочу пожелать, чтобы поселок Нювчим всегда рос и развивался. И в этом поселке никогда не строился самый последний дом. Край далекий, край суровый, я тебя люблю. По ступенькам, по сосновым я войду в избу. Пусть хозяин постепенно ставит самовар. В разговоре незаметно вспомним Сыктывкар. Деревенька моя, не грусти по большим городам. По тебе, пусть грустят города и столицы.